В нашем современном мире очень важно не забывать о традициях, переданных нам предками, ведь характер горного народа недаром воспитывался в течение длительного времени суровыми загонами гор. В назидание младшему поколению древнейший народ сохранял свои обычаи, возрождал и берег свою культуру. Молодежь должна с уважением и пониманием относиться к правилам и ценностям чеченского народа, помнить об основных качествах, присущих настоящему чеченцу. Нохчолла – это слово труднопереводимо. Нохчо значит чеченец. Понятие нохчолла – это все особенности чеченского характера в одном слове. Сюда включен весь спектр норм жизни чеченца. Это своеобразный кодекс чести. Нохчолла – это дружба на всю жизнь, в дни печали и в дни радости. Дружба для горца – понятие святое. Невнимательность или неучтивость по отношению к брату простится, но по отношению к другу – никогда. Нохчолла – это особое почитание женщины. Подчеркивая уважение к своим родственникам, мужчина сходит с коня прямо при въезде в село, где они живут. Вот притча о горце, который однажды попросился на ночлег в дом на окраине села, не зная, что хозяйка была дома одна. Она не могла отказать гостю, накормила, уложила его спать. Наутро гость понял, что в доме нет хозяина, а женщина сидела всю ночь в передней у зажженного фонаря. Умываясь в торопях, он случайно задел руку хозяйки мизинцем. Уходя из дома, гость кинжалом отрубил этот палец. Так беречь честь женщины может только мужчина, воспитанный в духе нохчолла. Нохчолла – это то, чему следует чеченец добровольно. В этом понятии формула того, каким должен быть настоящий чеченец. Отношение к женщине. У чеченцев женщина-мать имеет особый общественный статус. Мужчина только хозяин дома, а она издревле является хозяйкой огня. А самое страшное чеченское проклятие, чтобы погасло в твоем очаге пламя. Только женщина может остановить поединок мужчин на почве кровной мести. Если там, где льется кровь, появится женщина, смертельная схватка может прекратиться. Женщина может остановить вражду, сняв с головы платок и бросив его между сражающимися. Стоит кровному врагу прикоснуться к подолу любой женщины, как оружие, направленное на него, уберут в ножны. Теперь он под ее защитой. Женщин чеченцы приветствуют только стоя. Если мимо проходит пожилая женщина, долг любого человека встать и поздороваться первым. Чеченский свадебный обряд – это череда представлений, в которые входит пение, танец и музыка. Когда за невестой отправляются и приводят ее в дом жениха, односельчане, родственники, друзья, звучит музыка. На этом этапе свадьбы происходят и другие представления. Так, например, родственники невесты задерживают свадебный поезд, перегораживая путь буркой или протянутой через улицу веревкой. Нужно заплатить выкуп, чтобы проехать. Другие пантомимы происходят в доме жениха. На пороге дома заранее положены войлочный веник и ковер.
При входе невеста может перешагнуть их или убрать с дороги. Если уберет, значит умна, если перешагнет, значит не повезло парню. А вот невесту сажают в почетный угол у окна под специальную свадебную занавеску. Ей дают на руки ребенка, чьего-то сына-первенца. Это пожелание, чтобы у нее родились сыновья. Невеста ласкает ребенка и дает ему что-нибудь в подарок. Гости приходят на свадьбу с подарками. Женщины дарят отрезы материи, коврики, сладости. Мужчины – деньги или барана. Мужчины обязательно вручают подарок сами. Потом начинается пышное застолье. После угощения опять представление. Гостям выводят невесту, у которой они просят воды. Все что-то говорят, шутят, обсуждают внешность девушки. Ее задача не разговаривать в ответ, ведь многословие – признак нескромности. Невеста лишь может предложить им выпить воды и пожелать здоровья. По чеченскому обычаю жених не должен показываться на собственной свадьбе. Он в свадебных играх не участвует, а веселится в это время в компании друзей. В этот вечер совершается регистрация брака. В ней участвуют доверенные отца, невесты и жених. Мулла от имени отца дает согласие на вступление его дочери в брак, а на следующий день невеста становится молодой хозяйкой дома.